Значит, это этап 1 пройден, подготовлена схема газификации. Это этап. За этим этапом следующий этап — это разработка проектно-сметной документации. Мы должны в рамках, там 3 предложения в рамках этой схемы, как газифицировать Абхазию. Мы должны сделать выбор, по какому пути мы идем. Этот выбор связан с другими сопутствующими вопросами и проблемами. Газификация нам нужна по следующим соображениям. Вы знаете о том, что мы испытываем проблемы в энергетике. Нам нужен газ для генерации электроэнергии, это первое. И для того, чтобы потребитель пользовался этим в плане снабжения теплом, газом и так далее. Поэтому следующий этап — это проектно-сметная документация. Вот я думаю, что это будет не ранее второй половины этого полугодия. Мы определимся, по какому пути будем идти. Опять-таки, источника финансирования у нас нет. Нам придется просить российскую компанию «Газпром». У них есть такая практика, когда они это все делают. Или нам надо будет искать какие-то дешевые заемные средства, что в наших условиях очень сложно, что в наших условиях очень тяжело. Но мы такой вариант тоже не исключаем. Первый этап пройден, мы занимаемся выработкой подходов по второму этапу. Какой вариант, кто за чьи деньги, или это делает государственная компания, соответствующий тариф будет, или если мы сможем найти какие-то дешевые деньги, чтобы тариф был немножко другим. А сейчас идет работа над такими подходами. Эта работа требует времени, потому что у нас тоже ни у кого нет, я это говорю ответственно, я не хотел бы говорить уверенно о тех вещах, в которых не разбираюсь, как это часто у нас бывает. У нас нет опыта строительства газопроводов и так далее. Мы вынуждены обращаться к нашим союзникам за компетенциями, за советами и самим тоже учиться по ходу. Поэтому такая вот история. Но в зимнее время потребляем до 9 миллионов киловатт-часов в сутки, с учетом того, что у нас потребляют те, кто занимается майнингом. Летом эта цифра меньше 5,5. Вот это все, разница зимой, это то, что у нас уходит на отапливание помещений. Вот, понимаете, да, какие большие объемы электроэнергии мы вынуждены тратить для того, чтобы отопить помещение. Эту проблему надо решать. Абхазские власти с этим никогда не сталкивались ранее, потому что такого рода проблемы глобальные в рамках Советского Союза решал центр. Сейчас мы это должны решать сами.